Жители улицы Алханчурская возмущены. Бесконечные порывы водопроводных труб, вследствие чего постоянная слякоть и грязь на проезжей части. Это вдобавок к тому, что сама дорога не соответствует нормативным стандартам. Проехать по ней не решается даже общественный транспорт. Путь от дома до школы и обратно для учащихся тоже испытание не слабое. В легких ботиночках через грязь они возвращаются из детского сада домой. Живут рядом. Ну а те, кому повезло меньше, проживают на другом конце улицы, вынуждены преодолевать километры по улице Асканова, когда можно было бы перейти через мост, будь он безопасной конструкции. Там сверху школа. Вот здесь по этой улице, по Алханчурской, там садик. И тут просто без дороги, ну никак. Эта возвышенная часть улицы зимой превращается в излюбленное для детей место. Ну а для взрослых любой дождливый день – борьба со стихийным бедствием. Потоки воды размывают и без того разбитую улицу. Протяженность легкой улицы, начиная с Альтиевского округа, заканчивая Гамурзийским, соединяет. К этой улице примыкает очень много улиц, десятки улиц. И не нужно говорить уже о том, как много жителей здесь живут. Вы сами можете видеть состояние. Недавно засыпали вот эти ямы. Жители, которые здесь проживают, своими силами собрали деньги, сколько смогли. Мы положили вот этот вот, здесь это балласт. Это песочный балласт. Первые хорошие дожди, его размоет и ничего не будет. Жители Алханчурской в местную администрацию обращались и не раз. Да и сами местные власти рады помочь, только на это требуется время и средства. Изыскать финансы и провести капитальный ремонт они надеются в рамках реализации национального проекта. Поручение мэра города Назранер за ближайшее время, гравийная песчаность месяц, укладка и грейдер хакай и никогда не себе. Так в дальнейшем мы замышляем ситуации. И улица Алханчурская, улица от моста вот этого, от Варшавского моста до коммунального моста, где вот ее протяженность уже на 24 на 25 год по нацпроекту заложить, где уже вопрос поднятия полностью проасфальтировать для должбойных. Ситуацию усугубляют и частые порывы. Ветхие трубопроводные сети дают о себе знать на всей протяженности улицы, а это более 800 метров. Проблема настолько стала обыденной, что жители даже выкопали место врезки водопровода на их улицу, чтобы во время следующих ремонтных работ не отключать воду на магистральной трубе. Порывы же массам ивые, порывы же. Они что я там давление юлжи, отсюда юлжи так, ветхие юлжи так. Мы же менять поэтапно марковать дал свой менять. Он протяженность дикого турба юхтуон. Так тем более диаметр трубы 160 труба протяженность юхтуон. Так немалые средства для этого нужны. И мы как-нибудь да и вот на следующий год дал эндали вот заложить для вопрос. Администрация, решить его вопрос. Знак, что прикреплен на опорном столбе. Единственное напоминание о том, что здесь располагалась остановка для общественного транспорта. Маршрут номер 1 на автобусе пролегал через 13-ю школу. Учителя и дети беззаботно ездили и возвращались из школы. Детям очень тяжело добираться до школы. И вы видите, да, сейчас после дождей, какая у нас тут дорога, грязь. Дети все время опаздывают на занятия. Почему общественный транспорт перестал ездить по старому маршруту, не знают и в местной администрации, но постараются решить проблему. Мы неоднократно писали письма Ингош Автотранс, АТХ, чтобы руководителям, директорам, чтобы они возобновили этот маршрут. Ну, пока в данный момент никакого ответа нет у нас, но мы сейчас разбираемся, смотрим, на какой стадии сейчас этот вопрос стоит. Автобус по улице Алханчурская перестал ездить из-за некоторых внесенных изменений, регламентирующих порядок организации пассажирских перевозок. Исходя из этого, с 2023 года муниципальные и межмуниципальные сообщения перешли в юрисдикцию Министерства промышленности и цифрового развития. Необходимо отметить, что до этого момента координация деятельности именно указанного маршрута осуществлялась органом местного самоуправления. И с момента передачи эти функции возложились на нас. Поэтому мы в ближайшее время организуем на указанном маршруте транспортное сообщение, возобновим, так сказать, и оно будет осуществляться силами транспорта ГУП Ингуш Автотранс. Согласно поручению министра нашего, до конца недели автобус на указанном маршруте уже должен начать свое курсирование.
К аргументам местных властей жители относятся с пониманием, верят и ждут положительных изменений. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.